Желание купить как можно дешевле заводит далеко в интернет, где не дремлют мошенники. Одна из преступных групп, торговавшая несуществующими автозапчастями, за полгода разрослась словно гигантский спрут. Злоумышленники вряд ли бы оставили свой прибыльный бизнес, если бы не сотрудники Чувашского уголовного розыска. Первых продавцов воздуха сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Чувашии задержали еще в декабре 2018 года. В этой съемной квартире в подмосковной Балашихе и располагался так называемый интернет-магазин по продаже автомобильных запчастей. Как вы видите, ни одной детали здесь нет. Они были и не нужны. Главное – создать видимость солидной компании с серьезными поставщиками. В объявлении указывался рекламный номер. После этого к ним звонили потерпевшие. Потерпевшим, дабы сохранить номер конспиративным, они отвечали, что данных запчастей нет. Потом с другого телефона уже сами перезванивали потерпевшим, представлялись опять-таки другой уже вымышленной организации по продаже автозапчастей и уже говорили, да, у нас есть в наличии, и уже происходил непосредственно обман. Запчасти обещали выслать на условиях полной или частичной предоплаты. Особо сомневающимся клиентам направлялись копии левых договоров с фотографиями деталей, взятых оттуда же, из интернета. Мошенники мониторили цены, чтобы предложить самую низкую на товар, который клиент никогда не получит. В мои обязанности входило обзванивать клиентам, которые хотели купить автозапчасти. Дальше что? Мне надо было им обзванивать, предлагать запчасти. В интернете смотреть, сколько они стоят. И если просили фотографии, находить фотографии. То есть ты осознавал, что ты занимаешься мошенническими действиями? Ну теперь уже, да. А до этого? До этого не особо осознавал. Думал, игрушки, все. Для этой группы игрушки закончились, но предполагаемый организатор, которому направлялась половина всех заработанных нечестным путем денег, осел за пределами Российской Федерации, на своей исторической родине. Через некоторое время, решив, что оперативники не станут копать дальше, вернулся и создал новые филиалы. Все работает. А что случилось? Но сотрудники уголовного розыска МВД по Чувашии не успокоились, пока не разобрались в сложной схеме до конца. Операция в разных регионах России проводилась при содействии коллег из Главного управления уголовного розыска МВД России, Волгограда и Саратова при поддержке Росгвардии. Были задержаны 15 подозреваемых в мошенничестве. Наши сотрудники установили, что организованная группа действовала на территории Московского региона, а также города Волгограда. Предполагаемый организатор, задержанный в Саратове, не скрывал от своих сообщников сути своего криминального бизнеса. Сказал, что он, получается, занимался мошенничеством, людям продавал воздух. Воздух какой воздух он продавал? Ну, типа запчасти. Автозапчасти. Ну да. Вот, и все. А через меня получалось, как я понял, одно денег было. И снова все те же фигуры в криминальном алгоритме – обзвонщик, рекламщик и обнальщик. В день ты обзванивал сколько человек? 30-40. Там, когда как. Он соглашается на ваше условие? Соглашается, все, ему говоришь номер карты и все. Он переводит деньги? Да. Деньги в большинстве случаев переводились на счета подставных лиц. Наличные преступники старались снимать сразу, до того, как банк заблокирует карту из-за подозрительных финансовых операций. С февраля по июль 2019 года, то есть по моменту нашего задержания, 49 потерпевших, 49 эпизодов мошенничества непосредственно. Потерпевшие из разных регионов России, есть из Москвы, Смоленска, вот так далее, и из Чебоксар, Чувашии. 140 тысяч рублей было изъято полицейскими в ходе первого задержания. В продолжении истории у основного фигуранта был арестован автомобиль стоимостью 500 000 рублей. Еще 120 тысяч было возмещено обвиняемыми в ходе следствия. Дело направлено в суд по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Мошенничество, совершенное организованной группой в составе сообщества. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что ущерб более 500 000 рублей будет возмещен пострадавшим.